Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амши-Укшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Вечер памяти Владислава Ардзенба состоялся в Багу. Мероприятие приурочено к 80-летию первого президента. Почему возник вопрос о переносе места женевских дискуссий, как это могло бы отразиться на переговорах? Мнение эксперта. Абхазия готовится встречать туристов на Новый год. Отели заполнены на 70%. Отца и дочь, собиравшихся воевать на стороне Украины, задержали в Сочи. Операцию ФСБ проводила совместно с СГБ Абхазии. В ФСБ сообщили, что россияне, находясь в Сухуми, установили контакт с членом украинской террористической организации, который вербовал сторонников. Для куратора они собирали информацию о действующих военнослужащих вооруженных сил России. Возбуждены уголовные дела. ФСБ опубликовала кадры с задержанным в Сочи россиянином. Он рассказал, что вел подпольную деятельность и ездил из Краснодара в Абхазию и обратно. Передавал украинским кураторам координаты российской ПВО. Попасть на Украину хотел через Грузию, но не мог уехать туда из-за долгов. Абхазия передала России гражданина Турции, которого разыскивает Интерпол. 25-летний Шахин Хасан обвиняется в убийстве. Он был задержан абхазскими правоохранителями, которые, установив его личность, передали его российской стороне в рамках международных договоренностей. Министерством внутренних дел Республики Абхазия передан Министерству внутренних дел Российской Федерации гражданин Турецкой Республики Шахин Хасан 2000 года рождения. Шахин Хасан в 2024 году был объявлен в международный розыск по линии Интерпола с красным уведомлением. По данным турецкой полиции, опубликованным на сайте Интерпола 9 июня 2024 года, Шахин Хасан совершил убийство в Стамбуле, расстреляв гражданина Турции. Ему грозит максимально возможное наказание в виде пожизненного лишения свободы. В Республику Абхазия гражданин Турции Хасан проник нелегально через границу Абхазии с Грузией в обход официальных пунктов контроля. Преступник был задержан сотрудниками управления уголовного розыска МВД Абхазии после установления личности и выяснения всех обстоятельств в рамках международных договоренностей при участии совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Абхазии и России. Шахин Хасан передан российской полиции для последующей экстрадиции. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении экс-главы АЖД Мирона Агырба и гражданина Абхазии Даура Кугуния. Они подозреваются в хищении средств Абхазской железной дороги, сообщает МВД. По данным следствия, хищения совершались при реализации строительных работ по договору, заключенному между АЖД и компанией СП «Путь-А». Агырба и Кугуния вносили в документы данные об исполнении работ, не соответствующие действительности. На стадии возбуждения уголовного дела сумма по сметам составила 12,7 миллиона рублей. Из них по решению арбитражного суда, вынесенному до того, как был установлен факт мошенничества, АЖД перевела 3,8 миллиона. Вечер памяти, посвященный 80-летию со дня рождения первого президента Владислава Ардзенба, прошел в Абхазском государственном университете. Мероприятие посетили премьер-министр Владимир Дылба, спикер Народного собрания Лаша Ашуба, представители общественности. Репортаж Налы Чхинджери. Появление Владислава Ардзенба в жизни всего абхазского народа стало отправной точкой новейшей истории Абхазии. Ему удалось совершить то, что было не под силу многим другим политикам. Более старшее поколение это знает, как Владислав вошел в политику. Значит, в 1986 году он защитил докторскую диссертацию. Работал в Институте востоковедения. Прекрасные перспективы и так далее. Но здесь возникла идея, чтобы его пригласить директором Абхазского института. Все было сделано правильно. И он стал директором. И мы с Владиславом очень часто встречались, значит, обсуждали очень много вопросов и так далее.
так он вошел в политику. И как он себя вел, какими доводами, аргументами противостоял. Это, ребята, вы все на лекциях по истории слышали, знаете. Вечер памяти был организован силами студентов и профессорско-преподавательского состава. Молодое поколение читали стихи про первого президента. На экранах показывали архивные кадры Ардзинба. Также были исполнены военные песни. Ахепшамра шазайго, штая схойте хетахет уйтра, абсхаетства и бжетерхё. А кульминацией вечера стал абхазский танец в исполнении студентов АГУ. Сегодняшним мероприятием мы завершаем цикл мероприятий, которые мы проводили за истекающий год. Это и всевозможные встречи памяти Владислава, это научные конференции на разных факультетах нашего университета, различные встречи, как я говорила, экспедиции научные по следам исследований Владислава. Наша задача развивать в них то чувство патриотизма, которое ощущается и на нашем сегодняшнем мероприятии особенно. Поэтому мы им дали возможность выразить малую часть их способностей сегодня. Среди почетных гостей мероприятия супруга первого президента Светлана Джиргения. Мне очень хочется, чтобы нынешние и следующие поколения не забывали о тех страшных временах войны и сделали бы все для того, чтобы не посрамить имена тех, кто положил жизнь за нашу свободу, за наше будущее. Я в последнее время вижу, что молодые люди, это нынешнее поколение, оно новое, оно хочет бороться за свои идеалы и готово сделать все для того, чтобы была достигнута главная цель. Государство – наш дом. И это, пожалуй, самое важное. Я надеюсь, что все так и будет продолжаться. В рамках вечера собравшимся показали документальный фильм, созданный историком Джамбулом Инджикия. Также в фойе университета была организована фотовыставка. На ней были представлены фотографии, сделанные в разные периоды жизни Ардзинба. Налач Хинджерия, Рамо Камкия, Абхазское телевидение. Тема переноса женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье на другую площадку обсуждается все чаще. Почему вообще возник данный вопрос и как это могло бы отразиться на переговорах, мы обсудили с кандидатом политических наук Артуром Атаевым. Статус Швейцарии и Женевы как нейтрального государства после начала СВО был заметно подорван. Очевидным образом становится ясно, что Женева и Швейцария в целом вовлечены в мировые процессы, которые характеризуются какими показателями? Первое – русофобия, во-вторых – антироссийская санкционная политическая и экономическая деятельность, а третье – это, собственно, то, что женевский формат, он перестает восприниматься просто вот и дипломатами, и общественными структурами, и не только в Евразии, ну, допустим, на Ближнем Востоке и в Китае. Китай уже не воспринимает Женеву как нейтральную сторону. Индия не воспринимает Женеву как нейтральную сторону. Россия тем более не воспринимает. Даже Турция не воспринимает Женеву. Если уровни дискуссий зависели от таких политиков, как Меркель, Олланд, еще раньше Миттеран, Жак Ширак, то сейчас политика, ну, она жестко агрессивная. В этих условиях вполне естественный, это закономерный процесс, что нужно искать новое место. Тем более формат дискуссий должен быть обновлен, потому что женевские дискуссии для чего велись? Дискуссии ради дискуссий.
дипломаты подчеркивали, что это коэффициент полезного действия от этого общения нулевой. Но для того, чтобы формат общения с грузинской стороной при посредничестве западных держав был, все-таки он сохранялся. От того, где будет проходить общение, где будут проходить переговоры, абсолютно ничего не зависит. Я в этом убежден. Но от того, какие будут подготовительные мероприятия, от того, какой будет настрой, в данном случае грузинской и западной сторон к переговорам, от этого будет многое зависеть. Поэтому я думаю, это второстепенный вопрос, где, в каком государстве, в каком городе, на какой местности они будут приходить, в каком формате. Если будет желание, они могут пройти на грузино-абхазской границе, там, или в Галском районе, или в каком-то там Бачамчире. Ничего страшного. Были прецеденты, когда они проходили и на абхазской, и на грузинской стороне и давали результат. А сейчас это тот формат международной дипломатии, который лицемерно устарел уже. Я думаю, и для грузинской стороны, и для абхазской, и для юго-остинской, я думаю, вопрос решен. В Женеву нужны визы, шенген-визы. Сейчас для абхазских, юго-остинских, российских политиков это проблема. Поэтому это естественно. Грузины это тоже понимают. Я думаю, это консенсус очевиден, явный этот консенсус. 220 солнечных дней в году, чистое море и живописные пейзажи. Абхазия – одно из самых популярных направлений отдыха в 2025 году. Туристический сезон подошел к концу, однако впереди новогодние праздники, и страна души в очередной раз с теплом примет своих гостей. Бронирование в местах размещения продолжается. Репортаж Гугуцы Вардания. До Нового года осталось меньше 2 недель, и где его встречать, как не в стране души? Так, например, подумали гости из Подмосковья и приехали в Абхазию. Сегодня они с семьей заселяются в одну из столичных гостиниц. Приезжаем, откровенно говоря, как к себе домой. Уже 5-й раз. Ну, в Интерсухум попали 1-й раз, откровенно говоря. Спасибо вам за гостеприимство. Мне нравится вообще Абхазия. Это прямо, ну, как моя родная Мордовия. Я родом из Мордовии. Вот. И ваши люди гостеприимны, приветливые. И такие гостеприимные, радушные. Традиционно Новый год в Абхазии встречают тысячи туристов из разных стран, а местные жители и представители туротрасли стараются сделать отдых интересным и комфортным. Сейчас отели и гостиницы готовятся к приему гостей. Идет активное бронирование. Например, в гостинице «Интерсухум» бронь заполнена на 70%. Касаемо новогоднего периода, около 70% брони уже есть. Но хочу отметить, что эта ситуация, она нестабильна, меняется. Есть групповые заезды, которые, например, отменились, но мы ожидаем, что в дальнейшем будут какие-то изменения и какое-то количество номеров мы добавим. А касаемо новогодних мероприятий, в нашем банкетном зале проводится ежегодно новогодний банкет, в котором участвует большое количество людей, от 200 и больше. Но пока количество не могу сказать, какое будет, потому что могу отметить, что количество на банкет пока очень маленькое, но мы надеемся на то, что это все как бы увеличится. Очень интересная новогодняя программа. Это танцоры, абхазские танцы, абхазские песни, Дед Мороз и Снегурочка, то есть разные развлекательные программы для детей. Количество детей в новогодний период у нас также не маленькое. Отель «Леон» так же, как и другие, готовится к приему туристов. Сегодня объект размещения заполнен на 50%. В преддверии праздника здесь ожидают больше гостей. Бронирование у нас идет хорошо. В новогоднюю ночь весь отель будет полный. По процентным соотношениям в новогоднюю ночь будет 100%. Сейчас у нас где-то 50-60% примерно по заселяемости на данный момент, на сегодняшний день. У нас 36 номеров в общем. Сейчас занято номеров 11-12 примерно. Бронирование номеров в преддверии новогодних праздников на объектах размещения продолжается. А еще гостей столицы ждет немало сюрпризов. Например, фестиваль «Мандарин», специально для которого будет создан самый большой цитрусовый торт диаметром 50 метров. Гугуца Вардания, Алексей Гухова, Абхазское телевидение.
Желание одной из подопечных Экераза исполнено. Юная мечтательница из Абхазии познакомилась с работой таможенных органов. Государственный таможенный комитет ежегодно участвует в акции, организованной благотворительной общественной организацией. У 9-летней жительницы села Дзукта на Алыквикискире большие мечты. 2 года назад она написала письмо с просьбой познакомиться с работой морского порта и попробовать себя в роли таможенника, надев их форму. Благодаря своей настойчивости и поддержке взрослых ее мечта сбылась. В этом году Нала снова обратилась с письмом, на этот раз пожелав узнать, как работает аэропорт Сухума. Она также выразила желание получить таможенный шеврон и фуражку. Ее просьба не осталась незамеченной. Руководство ГТК исполнило и это желание. В аэропорту Нали показали зоны прилета и вылета, процедуры оформления и регистрации. Нала поблагодарила всех за исполнение ее желания. Новый мост начали строить в Дранде. Сейчас идет демонтаж старой конструкции. Затем строители начнут устанавливать, заливать и армировать опоры, сообщает администрация Гулрыбского района. По словам начальника ЖКХ Тимура Начкеби, работы финансируются из госбюджета. Планируется, что мост достроят после новогодних праздников. Благодаря руководству страны и района начались работы по установке моста в селе Дранда. Как мы видим, сейчас идет работа по демонтажу моста. В скором времени будут установлены опоры в начале берега, в конце берега, посередине берега. В последующем опоры будут заливаться, будет все армироваться. И после этого будет укладка уже готовых конструкций моста, которые, как вы видите, уже привезли, установили. Работа происходит за счет финансирования государственного бюджета. Это была необходимость для того, чтобы дети, которые проживающие в селе Цкбен и в других селах, могли спокойно ездить в детские сады, в школы, чтобы люди, жители, граждане могли спокойно приезжать по своим делам. Работы завершатся при благоприятных условиях. После новогодних праздников уже люди спокойно смогут передвигаться по этому мосту. В Сухуме продолжается реконструкция набережной. Работы ведутся при поддержке регионов-партнеров из Российской Федерации. Цель реконструкции – развитие городской среды, повышение туристической привлекательности столицы и создание современного комфортного пространства для отдыха жителей и гостей города. Работы планируют завершить до начала курортного сезона. Жители части Сухума и Сухумского района останутся без света 18 декабря, сообщает Минэнерго. С 10 до 14 часов будут проводиться плановые ремонтные работы на подстанции Сухум-2. Отключение в том числе затронет новый район, микрорайон Маяк, некоторые села Сухумского района. А сейчас расскажем о погоде в ближайшие сутки. По сообщению синоптиков, в четверг, 18 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 0 плюс 5, днем плюс 7-12 градусов. Температура морской воды плюс 14. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.